Привет, девчонки! Тема сегодняшнего эфира – иерархия в мужском мире. Будем говорить с вами о статусных мужчинах. Подводя итоги года, я сделала такой вывод, что на консультациях, на личных, мне чаще всего рассказывают о мужчинах. И большая часть этих разговоров заключается в том, что девчонки описывают: ой, он такой классный, он такой статусный, у него такая должность, у него столько денег. То есть, по большому счету, большая часть консультации – это описание его возлюбленного, за что она его полюбила и что ей делать в отношениях со статусными мужчинами. Для того, чтобы не тратить время, для того, чтобы девчонки понимали, я решила осветить именно вот эту тему мужской иерархии, вот это мерение письками мужчин между собой. Мужчина вообще существо, в котором иерархический инстинкт очень сильно развит, и они стремятся вообще к доминированию, стремятся в альфы. Для чего они это делают? Это они делают для того, чтобы иметь больше сфер влияния, и на женщин в том числе. Это движение по иерархической лестнице позволяет мужчине завоевывать большее количество женщин с наименьшими затратами. И поймите, что ресурсность мужчины – это не его личное качество. Это равносильно тому, что вы будете оценивать бомжей с помойки. Да? Вот бомжи на помойке, которые дерутся за какую-то там бутылку или за какой-то там кусок еды, и мужики, которые делят власть, это, в принципе, одна и та же иерархия. Это все вот эти междусобойчики мужские, это все то же самое. И большую часть вашего внимания статус мужчины занимать не должен. По большому счету, все мужчины, которые добились чего-то в жизни, добились какого-то статуса, денег, они делятся на две категории. Первая категория, который сам всех порвал, пошел куда-то в лидер такой, вырвавшийся вперед, который опирается на себя. И вторая категория – это тот мужчина, те мужчины, которые очень удачно пристроились к какому-то мужику, какие-то рыбы прилипалы, которые без какого-то альфа в своей жизни ничего не стоят. И неважно, на помойке они воевали, либо они воевали в правительстве, либо где-то еще на каком-то творческом поприще. Принцип один и тот же. То есть это либо мужчина, который за счет кого-то добился высоких каких-то там постов, больших ресурсов, либо за счет себя. Но знаете, что женщины очень часто подвержены вот этому обаянию статуса, да, то есть обаянию власти. И это в природе женской, вот это вот стремление к альфа-самцам. Мы стараемся выбрать для себя какого-то мужчину более статусного. Это норма, это естественное ваше стремление, но я хочу заострить ваше внимание на том, что выбирать мужчину по статусу достаточно глупо и неэффективно. Намного эффективнее строить свою иерархию мужчин. Вот именно в себе и для себя выстраивать и оценивать мужчин совершенно по другому критерию. Почему? Потому что у каждой женщины, во-первых, свой совсем разный уровень вот этой альфастости, да, мужчин. Понятно, что бомж с помойки вас не заинтересует, даже если он цитирует Шекспира и читает его в подлиннике, вас это не устроит. То есть для каждой женщины статусный мужчина – это разный мужчина. То есть для кого-то и $500 дохода это уже будет выше крыши, а кому-то и нескольких миллионов будет недостаточно. То есть вы сами определяете какой-то минимальный уровень мужчин, с которыми вы общаетесь, и потом уже вот этот иерархический статус определяете. Что вы должны знать прежде всего? Вы должны смотреть на этого мужчину и понимать, что по большому счету вы для него просто ресурс. И вот это стремление женское
к альфачам, к статусным мужчинам, оно не гарантирует вам успеха вообще, успеха жизненного и не гарантирует вам счастья, потому что не факт, что вы будете пользоваться их ресурсами. Некоторые мужчины завоевывают женщин, ну, тратя на них какие-то ухаживания, тратя какие-то там подарками заваливают, это одно. А другой альфа будет сидеть и думать, вот я такой распрекрасный, уже вот то, что я есть, я уже там царь и бог, вот, пожалуйста, молись на меня. То есть вы должны оценивать мужчину, вот что вы, именно вы с этого будете иметь. Будет ли делиться с вами ресурсом этот мужчина? И очень глупо надеяться там на какое-то содержание, да, там намного эффективнее использовать статусного мужчину для продвижения себя. То есть с помощью этого мужчины устроиться куда-то на работу, сделать какой-то бизнес, взять его деньги и потратить не на шубы и айфоны, а открыть какое-то свое дело, вложить их в себя, в свое образование, ну, как минимум, в свое тело. Если вам так хочется новые сиськи, пусть альфа вам их оплатит. А у нас женщины очень стремятся вот завоевать такого мужчину всеми силами, но что вы получаете, да? Вот ладно, если бы это было так, что вот я вышла замуж за альфу, и все, я такая крутая, я буду сидеть и наслаждаться жизнью. Я могу спокойно жрать, я могу спокойно стареть, там, наслаждаться жизнью, наслаждаться его ресурсами. Но, как правило, это не так. То есть вы, получается, что попадая вот в какие-то отношения с таким мужчиной, вы становитесь ресурсом. Это раз. То есть вы становитесь мерилой мужского успеха. Такой же, как машина, такой же, как какой-то дом, какие-то там часы. Вот такая же, вот у меня есть баба, у меня есть несколько баб на какой-то там внешности модельной, да, вот, пожалуйста, вот они все сидят и ждут. То есть вы либо мерила вот этого всего, да, либо вы становитесь еще не... То есть возможности жреть, наслаждаться жизнью, спокойно стареть у вас нет, вы становитесь вот в гонку, вот эту в гонку, вот этими с молодыми дырками, с новыми бабами, с новыми сиськами, потому что у ресурсных мужчин очень большая женская аудитория, и вы как гончая собака обрекаете себя на вот это вот постоянное соперничество, потому что вас как старый iPhone, вышел новый, могут выбросить, и вы становитесь вещью для мужчины. И самое страшное то, что женщина, она вообще стремится стать вещью. И то, что лишь бы вот ей правильно, вот именно прямо об этом не говорили, что ты вот вещь, да, и все женщину устраивает. Женщина ищет себе хозяина, чтобы эту вещь там протирали хорошенько, ее протерли, положили, поставили, лишь бы эту вещь не бросали, лишь бы за ней там ухаживали. И вот это вот осознание вещи, если это завуалировано и не прямо высказано, то женщин практически не смущает. А я хочу все-таки, чтобы вы стремились немного к другим отношениям, чтобы вы не зависели от иерархии мужской. Ведь очень часто вы становитесь вообще вот этой рабыней этой системы. То есть вы в эту иерархию мужскую встраиваетесь и служите уже там не мужчине, а не семье своей, а именно вот этой иерархии. Вот пример приведу. Допустим, жена какого-то военного, да, вот она, это мужчина, который в какой-то по социальной лестнице движется, начиная там с какого-то с офицера и продвигаясь по службе все дальше и дальше. И вот ты мотаешься с ним по гарнизонам, вот это вот терпишь вот эти вот какие-то командировки бесконечные. И потом, когда этот мужчина чего-то достигает, какой-то должности большой, значимой, то он находит себе молодую новую писюху, а тебя просто сливают как ненужный ресурс. И ладно, если бы ты лежала просто под мужиком. Я ничего не вижу плохого в служении мужчине, если вам это нравится. Но, как правило, вы служите системе. То есть вы вместе с мужчиной строили какую-то карьеру, помогали ему, и вас выбросили за борт. Сплошь и рядом такие ситуации случаются, и это не только какая-то военная служба, это и какой-то бизнес достаточно серьезный, когда из какого-то лавочника, из обычного рядового предпринимателя, либо самозанятого вырастает достаточно крупный
деятель такой, крупный бизнесмен, и на ваше место приходит совсем другая женщина. И вы служили все-таки вот этому. Вы помогали ему по службе продвигаться, вкладывали силы, вкладывали свои старания. И никто этого не оценит. Почему? Потому что вы все равно не участник процесса. Даже если вы обеспечивали ему быт, тыл, делились какими-то советами, вкладывали свои какие-то идеи, вы все равно просто функция здесь. И знаете, как домработница, она, конечно же, очень облегчает жизнь. Вот это ты пришел в чистый дом, поел теплую еду, у тебя все закрыто, все обеспечено, но это не вкладывание в процесс, это обслуживание вот этого процесса. Вот понимаете, как, ну, к примеру, как туалет, да, ты когда хочешь писать, да, ты пошел, пописал, ты облегчился, но тебе стало легче, но это процесс, то есть вы вообще, вот в пищеварении, в принципе, унитаз, он не участвует. И задумайтесь об этом, потому что вот это обаяние статуса затмевает вообще мозги многим женщинам. И самое страшное то, что женщина вообще даже свое достоинство не ценит и роняет в отношениях с такими мужчинами. Потому что какому-нибудь Васе Пупкину нельзя этого делать, да, вот то, что позволено статусному мужчине, то не будет позволено какому-то, ну, обыкновенному, допустим, слесарю. То есть, если я от олигарха готова это терпеть, то от слесаря я не буду. Но поймите, что в любом случае, какой бы ни был мужчина рядом с вами, какой бы статус на себя он не примерял, ваше человеческое достоинство превыше всего. И говно олигарха и говно слесаря или грузчика, оно абсолютно ничем не отличается. Это такое же дерьмо, абсолютно, как и все другие. И я призываю вас, несмотря на то, что этот мужчина статусный, к тому, чтобы вы не теряли свое достоинство. То есть вы изначально должны оценивать, что вы получаете от этого. Не вы ресурс, а мужской ресурс, каким боком к вам. То есть, если вы рядом со статусным мужчиной, что именно для вас он делает? Что вы получаете? Именно вы. Не нужно купаться в этом обаянии власти, не нужно прислуживать альфачу, когда вы ничего с этого не имеете для себя. И самое важное, то, что вы должны культивировать именно свое достоинство и строить свою иерархию. Сейчас объясню, что это значит. Несмотря на то, что люди, наделенные большими ресурсами, бывает, ведут себя недостойно, но это не всегда. Лично я знаю очень много достаточно состоятельных мужчин, которые очень интересные. Они интересные собеседники, они интересные люди и интересных очень каких-то таких позиций жизненных. Я считаю, что вот вообще женщина, у нее предназначение великое делать из мужчины человека, показывать ему и ценить его не только за его деньги, не только за власть, а за умение быть человеком. Показать мужчине, что несмотря на то, что у тебя какая-то должность, ты должен уважительно относиться к своим подчиненным. У тебя должны быть другие цели, другие задачи. Не только там собрать кучу бабок и перетрахать всех баб. У мужчин должны быть какие-то другие цели, более человечные. И я хочу, чтобы вы культивировали в мужчине вот эти именно человеческие качества. То, как он относится к вам, то, как он относится к другим людям. Есть ли у него какие-то другие цели, кроме бабла? Для чего он зарабатывает? Неужели мужчина, у которого есть все, становится животным? Для того, чтобы вы культивировали человека в мужчине, нужно смотреть на то, как он управляет своим внутренним животным. Для меня статусность мужчины, его величие в моих глазах проявляется вот именно в том, как он управляет вот своим нутром. Вот ни для кого не секрет, что
мужчина достаточно жестокое существо, а люди, наделенные ресурсами, еще более это выпячивают и намного более активно это показывают. Мне бы хотелось, чтобы вы общались с мужчинами, в которых есть величие. Не величие денег, а вот у него должны быть какие-то другие цели жизненные, какие-то человечные. И деньги для мужчины не цель, а средство достижения каких-то великих целей. Творчество. Мужчина должен понимать, что несмотря на его деньги, несмотря на его другие ресурсы, вы как личность, как женщина, будете с ним рядом только тогда, когда относиться к вам будет он по-человечески. Когда вы будете видеть вот эту вот власть над собой и над своим внутренним животным, уважение к женщине. И культивировать качества мужские нужно тогда, не тогда, когда он кому-то лижет зад, отсасывает, ну, это так, это метафорично, я сказала, у какого-то другого мужика, а в том, что у него тоже есть человеческое достоинство. Для меня намного приятнее общаться с человеком, которым никто не управляет. Он может послать там начальника подальше, бросить вызов обществу, которое ни от кого не зависит, не будет зависеть, какому альфачу он сосет, он будет зависеть только от себя. Это какой-то очень крутой специалист, это очень интересный человек, внутренне наполненный. Чаще происходит так, что женщины, увидев пачку денег, когда им помахали перед носом, они вообще забывают обо всем, сразу готовы вот эту в коленно-локтевую позицию падать. А это неправильно. Я хочу сказать о том, что вы не вещи. Вы люди, вы не должны обслуживать мужчину и быть его функцией. Лично я хочу взрастить такое поколение женщин, у которых формат обслуживания мужчины – это быть его музой. Вот здесь я полностью на стороне таких женщин, которые свое достоинство ценят превыше всего, которых мужчин оценивают не только по наличию денег, власти, силы, а которые ценят мужчин за человеческие качества. И мы в ответе вообще в этом мире за мужчин. Только мы делаем мужчин людьми. И я хочу, чтобы вы прежде всего стали людьми и выбирали мужчин по другим качествам. Разумеется, не бомжей с помойки, разумеется, какой-то уровень заработка должен быть достойный для вас, но не преобладать ни в коем случае над вот этими человеческими качествами. Деньги, власть никогда не должны перечеркивать вашу человечность. И отношения олигарха, либо какого-то сантехника к вам, они не должны радикально отличаться. Вы не должны делать различия. Статусный мужчина, либо нет. Ваше право выбирать геморрой, либо не выбирать, но культивировать свое собственное достоинство, свое человеческое достоинство вы обязательно должны. На этом все. А теперь я готова отвечать на ваши вопросы. Такой у меня получился очень философский стрим, но я считаю, очень важно сказать об этом своим слушательницам. Блин, скорился. Так, ну что, поехали. Девчонки, не комментируем ничего, пишем только вопросы. Все остальное будет удаляться. Постараюсь ответить всем. Сейчас, секунду. Здравствуйте. Мужчина пропал на 4 дня. Обиделся на мои слова. Это манипуляция, стоит ли его ждать? Ну да, скорее всего, это манипуляция. Причем такая достаточно рядовая. Мужчина, когда пропадает, он либо с другой женщиной трахается, либо вас воспитывает. Подождать, занимайтесь своими делами, конечно, подождите. Сливать никого не нужно. Но нужно в своей голове отложить такую информацию, что это мужчина, который ненадежен. С ним какие-то серьезные отношения, именно серьезные для вас, строить не стоит. Вот нужно посмотреть, что дальше будет. И обратите свое внимание на других мужчин. Но пусть будет для массовки, как минимум, его оставляйте. Посмотрите на YouTube, у меня есть видео
почему он не звонит, я там много об этом говорю. Вот. И вообще мужчины ведут с вами себя так, как вы позволяете. Вот если бы он знал, что если он 4 дня пропало, у вас будет здесь, вот вы пойдете юху, там куда-то там веселиться, зажигать. Не обязательно, что вы пойдете там к любовникам, но вы будете активно принимать знаки внимания других мужчин, то он бы себе такого не позволил. Подумайте об этом. Мы выбираем альфа, а они как? Они выбирают сиськи, да, прежде всего. Мужчина выбирает другой головой, да. Мужчина влечение половое идет на первом этапе сразу. То есть мужчина видит в женщине сексуальный объект. И по большому счету статус ваш не так уж и важен. Ну, это на первом этапе. А там, конечно же, наслаивается на его выбор другие какие-то качества, критерии. И выбирать женщину, ту, которую может себе позволить. Вот эта вот привлекательность и доступность. Вот между вот этими двумя оценочными критериями мужчина выбирает себе женщину. И альфа, не важно кто. Здравствуйте, муж ушел к любовнице старше на 15 лет. Она обеспеченная, а он с алиментами, большими долгами. Это любовь? Нет, это не обязательно любовь. Это может быть удобство. И ему удобно с любовницей. Она поставила какие-то условия ему. Либо вы, либо она. Мужчина выбирает всегда удобство свое. Удобство, комфорт превыше всего. Любовь к деньгам. Ну, вполне себе и деньги тоже. При разводе мужчина должен платить алименты, как во многих странах. Ну да, вопроса не вижу. Я вас очень прошу, пишите только вопросы, пожалуйста, чтобы мне не листать, а то мне не очень удобно. А что может или должна иметь женщина от мужчины? Ну, то все, что вы хотите. Выбирайте тех мужчин, которые... Вот у вас есть какие-то нужды, и мужчина их должен закрывать. И, допустим, у вас есть потребность в деньгах, ищите мужчину с деньгами, потребность в заботе. Ну, все, что вам нужно, все, что вы планируете получить от мужчины, то для этого мужчин вы используете. Ну, тут проблема. Все, что должен. То, что вам нужно. Ну, я знаю, что любой женщине не помешает красивый букет цветов, красивое ухаживание. То есть мужчина это тоже... Мужчина очень много ресурсов. И вы выбираете себе мужчин, таких, которые вам что-то дают. Вы хотите просто трахаться, просто трахайтесь. Хотите что-то больше, выбирайте еще. Вы поймите, что когда вы грамотно мужчину выстраиваете, когда у вас правильно свои границы выстроены, когда вы общаетесь с аудиторией, когда мужчин не зацикливаетесь на одном мужчине, когда вы выбираете из нескольких, то ваши возможности брать мужские ресурсы намного больше. Ну и, разумеется, когда вы сами обеспечены, самодостаточны, то у вас и аудитория больше, и ресурсов на вас больше мужчины тратит. Грубо говоря, когда вы общаетесь с мужчиной, и вы имеете такую внутреннюю установку. То есть, если ты мне не купишь iPhone, то его купит кто-то другой, либо я куплю его себе сама. Вот по такому принципу, если вы живете, то у вас вообще проблем с мужскими ресурсами не будет. Мужские ресурсы могут быть различными. Это и деньги, это и связи, это и просто поменять колесо, прибить полку, там, внимание, забота. Это все мужские ресурсы. Об этом тоже есть видео на канале. Я называю то, что нам дает мужчина, называю таким словом плюшки, мужские плюшки. Есть такое видео на YouTube-канале, можете посмотреть. Я там подробно говорю, что это такое. Так. Так, дальше еще. Мы бы хотели с такими, где их взять. Но дело в том, что мужчин достаточно много, просто вы не умеете искать. И самый простой способ найти мужчину – это сайт знакомств. Сайты знакомств, инструкция для невесты. У меня есть видео на YouTube-канале. Вообще тема виртуальных знакомств, она очень востребована. И несмотря на то, что очень много информации, все равно вопросы задают и задают. Зайдите на мой YouTube-канал, посмотрите это видео. Я даю там очень крутую схему знакомства, о том, как очень эффективно знакомиться, потому что женщины вообще не понимают, что они делают и как они неграмотно распоряжаются своим временем. Есть еще переписка на сайтах знакомств, отсев.
материал. Есть еще супермаркет Тиндер, мужчина на акции. Есть еще видео, как привлекать мужчин. Это для знакомства офлайн. И видео «Образ ленивой соблазнительницы». Пожалуйста, изучайте. Если какие-то вопросы по видео возникнут, можете задать потом позже. Потому что эфиры я веду постоянно. В ТикТок это 20:00 по Москве в воскресенье. В Телеграм-канале у меня эфиры более серьезные такие идут. Вторник, четверг тоже 20:00 по Москве. Так что приходите. Темы поднимаю очень злободневные, интересные. Если вас что-то цепляет, то добро пожаловать на мой Телеграм-канал. Так. Хочу, чтобы он на меня тратился. Он избегает тему денег. Ну, смотрите, если вы хотите мужчину с деньгами, чтобы он на вас тратил, то вы своей целью общения с таким мужчиной ставьте именно деньги. Потому что если вы думаете, что мужчина платит чаевые, то это не так. Мужчина очень дозированно выдает. То есть, если вас можно трахать без денег, то зачем ему платить? Вы должны искать мужчину, который будет тратиться. Если мужчина не тратит на вас деньги, вы должны искать других. Именно вот эта цель. Если стоит цель деньги, то эту цель и преследуете. То есть, смотрите, вот вы знакомитесь с мужчиной, и очень важно, чтобы он не харкался там на пол, да, не сморкался, не, мылся, был чистый, не вонючий, к вам приходил. То есть вы вот эти вот критерии оцениваете, и мужчин грязных, вонючих, харкающихся, матерящихся к себе не подпускаете. Вы поставьте на тот же самый уровень и наличие щедрости. И не подпускайте к себе таких мужчин. Продолжайте поиск. Опять же, все видео мои в помощь. И найдется, и ставьте просто это на тот же самый уровень, как внешность. Вот, к примеру, вам не нравятся какие там, маленького роста мужчины. Вот вам не должны нравиться также жадные. Все будет получаться. Спасибо большое за комплименты. Встречаемся с мужчиной, но он не удалил анкету с сайта знакомств. Мне это не нравится. А зачем? Почему вы не удалили? То есть это нормально. Вот мужик всегда в поиске. Он всегда ищет, несмотря на то, что он женат, не женат, девушка, не девушка. А вы уже все сами свою анкету удалили. Для вас уже вы уже невеста. Да? То есть это очень глупо. Это ошибка многих женщин. Потому что пока он вам никто, вы свою анкету прежде всего не удаляете. А вы уже все. Вы вот встретились с мужчиной. И уже анкету удалили, всех мужиков побросали. А он на вас смотрит просто как на дырку, просто для разового секса. Зачем ему удалять анкету, когда он просто решил вам пару раз присунуть? Я не про вас говорю, я вообще говорю про всех женщин. Поэтому очень нужно перестраивать вообще свой взгляд, нужно взрослеть, понимать, как устроен мужчина. Добро пожаловать на эфиры. Приходите, слушайте, очень много информации. Если вам откликается, то мозги промоются достаточно быстро, и вы таких вопросов не будете задавать. Есть женатик, периодически встречались на ужин и какие-то вечеринки, не спали, не целовались, предлагал и помочь с проблемами и так далее. После последней встречи еще общались, но так и не встретились. Но если они теперь пропал уже 1,5 месяца, что делать? Но в любом случае инициативу проявлять не стоит, мало того, жена прижала за хвост, денег нет. Я могу порекомендовать вам эфир, есть, если вы хотите с женатыми мужчинами общаться, знать, как их использовать. Это «Заведи женатика», очень популярная тема, и даже пришлось продолжение записывать «Райские яблочки любовницы». Это у меня все в Телеграм-канале, это платный материал, небольшие деньги, можете послушать. А инициативу ни в коем случае проявлять не стоит, ищите других мужчин, женатиков, жопой жри. Уже если вы решили на женатиках специализироваться, то у вас аудитория огромнейшая будет. Единственное, вы должны знать, как. Я вам рекомендую этот материал послушать. Здравствуйте, с Новым годом. Парень говорит, что подруга, но при моем же присутствии обнимает, целует. Спасибо за поздравления, вас также с Новым годом. Но вообще тут... Почему вы это терпите, да? То есть, понимаете, вот он ведет себя, он срет вам на голову, вы позволяете. Вот вы не должны, подруга обнимает, целует. Скажите ему, что вам это неприятно, прежде всего. Если он не перестанет этого делать при вас, если это ваш там парень, у вас какие-то там отношения как-то заявлены, как моногамные, то его нужно слить. Скажите, можно ли писать мужчине, что ты мне подаришь на Новый год? До этого ничего не дарил. Вы знаете, вот я очень
очень плохо отношусь к женщинам-попрошайкам, которые выпрашивают какие-то подарки, вот эти байгужанки, вот эти, да, вот, которые любят вот это вот просить. Я считаю, что нужно озвучить мужчине свои желания, да, вот нужно сказать, вот я хочу то-то, то-то, то-то. Если он вас не слышит, у вас не должно быть рядом с этим мужчиной, вы должны искать другого. И это вот это внутреннее состояние ваше, когда вы уверенно транслируете через не прямым текстом, а вот своими действиями, своим поведением, то, что вам не нужен мужчина, который в вас не вкладывает ничего, кроме члена, вот тогда будут появляться мужчины, которые будут вас одаривать. И если мужчина не слышит ваших желаний, то его не должно быть рядом с вами. Ищите других мужчин. Мужчина должен знать, что если не он, то кто другой. Если вы согласны на отношения с мужчиной, который в вас, кроме члена, ничего вкладывать не будет, то они ничего вкладывать не будут. У вас должна быть стойкая уверенность в том, я достойна того-то, того-то, того-то. Я хочу подарки, деньги, внимание, и мне мужчина просто для секса, там, допустим, не нужен. Лично я живу в полной уверенности, что мне не нужен мужчина, который не будет обо мне заботиться. И забота мужская – это и безопасность моя, безопасность – это какое-то материальное обеспечение. То есть для меня мужчины, которые меня не вкладываются, их рядом со мной нет. Ищите других мужчин, ищите. Разумеется, нужно самим зарабатывать, потому что поберушка, нищебродка, ей ничего такого существенного не дадут. Если вам достаточно того, что мужчина вам маникюр оплатил, то это просто смешно. Вкладываться и подарки дарить он тоже не будет. Полный голяк по мужикам. Как выйти в активный поиск? Опять же, сайты знакомств, инструкции для невесты на Ютубе, видео, начните с этого. Мужиков очень много. Просто вы ищете каких-то, знаете, несуществующих мужчин. Вы ищете каких-то богов, там, каких-то идеальных принцев, а их нет. Вы поймите, что вот они вот мужики такие, какие есть. Других нам не завезли. Вы должны работать вот именно с тем материалом, который на вас клюет, да, то есть, опять же, видео есть у мужчины свои, чужие на Ютубе, посмотрите, будет интересно. На самом деле мужчин очень много, если вы оцениваете их адекватно и понимаете, вот этот материал, вот они такие, то аудитория будет очень большая. Если вы ищете мужчину, который там вот и красивый, и богатый, и романтичные, нету таких, нет и не будет, и не было никогда. То есть все, что вы, даже если вы проанализируете свои прошлые отношения, то сейчас поймете, что за вас вот всю работу сделали розовые очки влюбленности. То есть вы как-то влюбились, вы дорисовали этому мужчине все качества. Мужики такие, какие они есть. Выходите, ищите. Очень много информации на YouTube у меня, посмотрите. Если когда вы приобретете вот навык вот этот, мужчин будет очень-очень много. И никого не слушайте, что их мало, это все шовинистический бред. Мужчин достаточное количество. Если вы себе не ищете мужа какого-то прекрасного, распрекрасного, да, то мужчин будет много. Если вы ищете идеального мужчину, то вы не найдете. Учитесь у мужчин. Мужчинам от женщин ничего не нужно. Они ищут просто вот новую дырку. Поэтому им проще, поэтому у них много. Когда вы будете с легкостью относиться к мужчинам, к знакомствам с мужчинами, когда вы будете понимать, что мужчина – это просто украшение вашей жизни, это просто ваше развлечение, тогда их будет неимоверное количество. И ваша мужская аудитория из количества потом перерастет в качество. Об этом постоянно говорю и куча эфиров, так что если интересно, изучайте YouTube сначала, потом приходите в Telegram. А в Телеграме, конечно, поинтереснее будет. С Новым годом! Вас нашла неделю назад. Слушаю постоянно. То, что вы говорите, чистая правда. Но как научиться? Спасибо большое, Лара. Мне очень приятно. Научитесь, приходите на эфиры постоянно. Будете слушать, потом ляжет в голову. Курсы у меня идут. Вот сейчас прошел у меня курс «4 столпа женского всевластия». Очень хороший получился. Это был первый курс, который я вела. Очень мне понравилось, я молодец. Скромность никогда не была моей сильной стороной, но тут действительно очень хорошо получилось. Запись курса тоже можете приобрести. Сейчас идет у меня набор на 2 курса, они будут в январе, где-то после 15 числа. Повышение ценника. Я буду говорить о том, как повышать ценник свой. Понятие ценник
Тоже на ютубе есть, посмотрите видео, почем я женский ценник. То есть это то, что в вас мужчина вкладывает. Это не только деньги, это там и ухаживание, старание, уважение, туда все. Ну, все, что вы хотите от мужчины, в общем, ценник ваш. И будет еще курс один по праву сильного. Я там буду говорить о самых сильных манипуляциях в отношениях. Это прям вообще такое очень жесткое орудие. Так что, если интересно, записывайтесь, время есть еще. Замужем познакомилась с мужчиной. Очень сильная химия, но говорит, что не может общаться так, как замужняя. Но ценник сбивает, да, он хочет, чтобы вы сами все сделали, чтобы все, да, не надо мне ничего, я вот сейчас приди, только член принеси, я тебя в машине отсосу. Ну, это грубо. Это классическое понижение ценника. Посмотрите на YouTube, у меня есть вся правда о мужской нерешительности. Вам подойдет этот эфир, послушайте. Умеют ли мужчины, в принципе, быть благодарными и ценить поддержку в трудные времена? Очень редкие мужчины бывают благодарными. Знаете, это как формат чаевых. Вы так хорошо обслужили, и чаевые далеко не все оставляют. И это зависит от воспитания, от культуры. Вот вы сами очень часто чаевые оставляете. Вот проанализируйте, когда и что, и большие ли чаевые вы оставляете. Потому что мужчин нужно грамотно выстраивать. Добро пожаловать в мой проект. Я обо всем об этом говорю. Тоже, опять же, мужские плюшки в помощь, почем я женский ценник в помощь. Послушайте, будете понимать. Давать ли новому мужчине шанс? Он нагрубил, но уже несколько раз извинился. Ну, тут, понимаете, я не знаю ситуации, как и что, но вообще шанс, да, один шанс нужно давать. Но когда ты уже там, это будет повторяться, и вы ничего не будете, никак не будете реагировать, то мужчина поймет, что с вами так можно, и грубить будет дальше. То есть если вы прям на корню обрубили и показали, что с вами так нельзя, то вполне себе мужчины очень хорошо дрессируются, они воспитываются прекрасно. Опять же, на ютубе у меня есть еще видео «Дрессировка мужского зверя», можете посмотреть. Я там говорю и для замужних тоже женщин, но вообще будет полезно. Но шанс нужно давать, но не часто и не постоянно. То есть, если мужчина изменил свое поведение, если он понял, что с вами так нельзя, то да, то дрессировка уже на этом этапе удалась. Если нет, то он будет дальше прогибать и дальше срать вам на голову. На пике любви расстались с мужчиной, когда узнала, что у него до меня был секс втроем. Ну и что, подумаешь? Ну, беда, блин, бред какой вообще полный. А зачем он вообще-то рассказал вам об этом? Ну, что у него там было, до вас какая разница? Секс втроем. Ну, тут можно разобрать, 2 девочки там было, либо 2 мальчика. Если там 2 мальчика, то это уже там вопросы к ориентации. Чаще всего они друг друга трахают, девочка-прокладка. А если 2 девочки, то нормальный мужик. Я ничего там не вижу, подумаешь. Активная сексуальная жизнь у человека была. Блин, за что слила, непонятно. Так. Как ответить директору, что не выйду из декрета, как оговаривали? Ну, так и скажите, что не выйдете. Вот и все. Сегодня, понимаете, если вы не боитесь, то можете все что угодно говорить. Ну, что он вам сделает? Ну, как минимум нужно директора в известность поставить. Ну, а как по-другому? Стоит ли ехать на свидание в другой город? Мы в Европе живем, если что. Если это первое свидание, именно первое, лучше, конечно, чтобы мужчина к вам приехал, в ваш город. Не значит, что его к себе домой нужно притащить, чтобы он знал, там квартиру снял, там гостиницу, где он там остановится. Ну, я бы не ехала. Вот, если это первое свидание. Если второе свидание, без проблем. А первое свидание не нужно. Это понижение цены очень большое. Добрый вечер. Встречаюсь с молодым человеком 2 месяца. Немец. Была ситуация, сказала, что не надо с этим спешить. Ну, с одной стороны, он прав. Ну, опять же, мало ли, что угодно может быть. Нет денег, трипер лечит, жена не пустила. Не спешите, не торопитесь. Опять же, вся правда о мужской нерешительности. Эфир посмотрите, я там много чего рассказала. Степановна, спасибо большое за поздравления. Стоит ли возвращаться к мужчине после 20 лет не виделись? Вполне может быть, и могут быть такие отношения, но вы должны понимать, что это другие, уже новые. То есть, если вы вышли из отношений, то вы строите уже другие. То есть, это как новый мужчина.
Почему нет? Опять же, если вы не там, если, допустим, это ваш там кто-то муж или кто, то есть вы просто, это просто новый мужчина. Вот так отнеситесь, вполне себе можно вернуться. Я вас слушаю, у меня внутри прям грустно. Столько я ошибок наделала, как обнулила себя. Ну, это состояние такое вообще всем моим блин, что-то не могу выговорить слово. Всем моим девчонкам приходят, которые слушают эфиры, потому что больно. Больно особенно осознавать, что тебя как лохушку развели. Что ты вроде уже взрослая женщина, там 30 плюс, да, как минимум, либо 40 плюс, и ты такая лохушка. Но поймите, что таких же вещателей, как я, наверное, может, я единица, а может, я вообще такая одна, которая вам правду говорит. Вам никто не сказал, то есть вам в голову-то срут совсем другое, вкладывают и мужчины, и все. И не все могут провести аналогии и анализ и сложить 2 плюс 2, то есть вы в этом не виноваты. Главное понимать то, что вы выросли, то, что вы теперь уже знаете. И вы так больше делать не будете, что вы будете строить свою жизнь, будете строить свои отношения с мужским миром совсем по-другому. Не вините себя, это неэффективно. Вот, все, вот просто ты уже выросла. Вот кто-то вырос в 30, кто-то в 40, а кто-то в 50. Так что ну, вот это все пройдет. Когда начнет получаться, когда будет вы увидите результат вообще, когда вы увидите окружение мужское, когда вы увидите, вот когда вся жизнь начнет перестраиваться, вы грустить не будете. Особенно вот в Телеграм, там, конечно, жесть, девчонки плачут, и, ну, неприятно осознавать, конечно, но это хорошо. Когда вы, вот, вам больно, неприятно, и вот через боль это нужно пройти, и понимать, что ничего страшного не произошло, вы просто выросли и совсем по-другому начнете действовать. Так что не переживайте, такие чувства посещают многих моих девчонок. Это все пройдет. Хочу расстаться с мужчиной, но не могу. Очень привязалась, как перестать страдать и расстаться. Ну, если надо нажраться говна досыта, то есть броситься туда, вот в это говно окунуться, нажраться, там, вот, когда вот уже насчет вот подпирать, тогда вот человек уже побеждать будет, и из этих отношений вылезти. Только от вас зависит, как вы будете жить. Страдать, перестать, займитесь своей жизнью. Когда у вас есть своя жизнь, когда мужчина это не важен, не вот жизнеобразующий элемент, тогда проще. Научитесь, начните с себя, начните с вот именно вот самоценности, и опять же другие мужчины вам в помощь. Так. Как купить запись, если я из Беларуси? Без проблем, напишите в личку, белорусы покупают вообще без вопросов. Зашла на сайте, что мой мужчина пишет до девчат и просит фото эротичное, разойтись с ним. Ну зачем расходиться? Ну нормально, он подрочить хочет, не надо абсолютно. Порнуха это, почему вы об этом знаете? Скажите, что вам это неприятно. Ну, ничего страшного в этом нет. На самом деле, ну, это форма такая реализация мужской полигамии, что он где-то там передернул на фото, лишь бы он никуда не ходил. Но главное, чтобы вот это вот не выходило за рамки интернета. Ну, прищучьте его, но сильно париться по этому поводу не стоит. Ну, то, что пусть он лучше где-то подрачивает, где-то фото попросит, чем он заведет любовницу. Разводиться из этой ерунды точно нет смысла никакого. Так. Почему мужчины говорят, что хотят серьезные отношения, а при первой встрече хотят секса? Ну, они говорят, нет, понимаете, почему они говорят? А если бы он скажет, я хочу тебя один разок трахнуть, вот я хочу тебя на клыка завалить пару раз, вот вы бы пошли бы с ними встречаться? Нет, конечно, поэтому они говорят, что хотят серьезных отношений. Это эффективнее, потому что когда они будут говорить правду о том, что они хотят просто посмотреть в очередные трусы, у них получаться не будет. Поэтому насрать в голову про серьезные отношения намного проще. Мужчина, хотящий свингерство, озабоченный. Ну, я, конечно, не сексолог, но это говорит о том, что, на мой взгляд, что вы просто этому мужчине надоели. Он уже не знает, как вас пристроить. Если бы в ноздрю вам влезало, он бы и туда вас там трахал. Ну, хоть как-то там хотят разнообразить. Но если это свингерство без вас, это его проблемы. Но вот вы не должны ни в коем случае соглашаться на такие формы отношений.
Оба вдовцы говорит, что очень дорожит мною, даже любит. 2 года встречаюсь, но замуж не зовет. Ну, а может быть, ему не нужен этот замуж? А зачем вам этот замуж? Ну, поживите вы просто для себя. У вас другого формата отношений вы не видите, только замуж. Ну, вот у вас хорошо, дорожит, любовь, ну цените вот это. Зачем вам вместе жить, вместе пердеть? Это поймите все, что самое лучшее, что есть в отношениях, это вот этот конфетно-букетный период. Ну, вот все, живите этим, это прекрасно. Почему вы туда лезете, в этот замуж? Уже и оба вдовцы. Вот зачем? Встречайтесь, форма гостевого брака. И подумайте, что он получит, когда он на вас женится, что вы ему еще не дали. Если вы его обслуживаете, вы уже там его жизнью живете, нахера ему жениться? Придумайте новые товары в отношениях, если вы так хотите женить на себе мужчину. Стоит ли мужчине говорить, как он дорог, если еще крепких отношений нет? Мужчине нужен дорог. Вообще мужчину нужно хвалить, делать комплименты только за то, что он делает для вас. Если вы скажете, как он дорог, когда он вам машину купит, да, обязательно. А если просто так он вам дорог, то это неэффективно просто. Женатик, встречаемся несколько лет, помогает редко и в мелочах встречи, когда ему удобно. Хочу, что хочешь, непонятно. Но опять же, заведи женатика, я вам рекомендую послушать. И «Райские яблочки любовницы». Как жаль, что ты все понимаешь только к 30. Это очень хорошо, что вы к 30 это все поняли. Это прекрасно, что у меня подписчицы есть, которые только в 50 пришли вот, к пониманию. Так что это у вас еще впереди целая жизнь. 30 лет – это прекрасный возраст. Я считаю, самый лучший для женщины. Если я для парня просто дырка новая, тогда зачем он мне нужен? Ну, вы для всех мужчин просто новая дырка, да? А все, что дальше, это уже потом происходит. И не надо ничего в этом мужчин винить, то, что они выбирают новый сексуальный объект. Все остальное зависит от вас. Если вы считаете, что вы можете быть только дыркой, то проблема у вас, а не у парня. Если вам больше нечего дать мужчине, кроме как свою писечку, то, конечно, проблема у вас, а не у мужчин. Мужчина-бабник 100%, хочет семью и детей. Для семьи готов на все, чувствую, зависит от новых эмоций. Как быть? Ну, мужчина-бабник для семейных отношений, для деторождения не подходит. Если вы хотите быть мебелью, просто обслуживать мужчину вот этого, либо вы готовы жить в гареме из его баб, то вперед. Но вообще есть мужчины, которые подходят для брака, есть, которые не подходят. Бабники в эту категорию не входят. Если вы сможете, если он, допустим, вас будет обеспечивать, и вы понимаете, что все, вот я хочу такую форму отношений, а на его блядки я закрою глаза, то вперед. Но я считаю это унизительно. Понимаете, что для деторождения, для брака нужно искать более ответственных мужчин. Потому что у нас женщины живут и думают, что если он меня так классно трахает, то прямо он отцом станет прекрасным и мужем замечательным. Это не так. Это разные роли. Хотите трахаться, берите бабника. Хотите отношений крепких семейных, строить семью, детей, выбирайте других мужчин. Комплексую, если мужчина на меня тратит деньги. Я не хочу, чтобы думал, что меркантильная. На следующей неделе, наверное, во вторник у меня будет эфир в Telegram 20:00 по Москве. Женские роли, бескорыстная женщина. Придите, послушайте, будет шикарнейший эфир, очень интересный. Запись, вы слушаете эфир, присутствие на эфире бесплатное, а потом эти записи идут в платный материал. Так что приходите, там все ответы получите на свой вопрос. Спойлерить не хочу. Если мужчина меньше на 10 лет, прекрасно, что нет. До 10 лет ничего, я не вижу страшного, если мужчина младше. Вообще нормальные отношения могут быть. Я проблем не вижу в этом. Не знаю, как слить, когда холоден. Проще готова почти, но теплее. Это любви, говорит, я опять ведусь. Ну, это ваша проблема, что вы ведете. Ну, зачем сливать? Зачем сливать мужика, если какие-то вы ресурсы от него получаете? Тот же секс, там, вы просто поиск продолжайте. Я так поняла, что вы про женатика, да, выше спрашивали. Продолжайте поиск, а этот пусть фоном будет. Это эффективнее намного.
Комплекс, что мужчина меня младше на 5 лет, мне 53, ему 48. Как быть? Выбросите из головы вот эту дурь. Лично у меня все мужчины младше, как минимум на 5 лет. Я не люблю ровесников, они очень плохо выглядят, и мне они не нравятся. Это нормальная разница в возрасте. 5 лет, если вы за 5 лет будете заморачиваться, то я не знаю. То есть это ровесники считаются. Не надо париться вообще. Что за бред вообще? 5 лет это такой минимум. 5-7 лет это вообще ни о чем. Появился давно забытый мужчина. Стоит ли надеяться на будущее или попрощаться? Вдруг изменился. Так пусть будет, почему нет? Посмотрите. Вы, главное, не стройте там уже там фату не примеряйте на себя и фамилию его, и там детей не планируйте. Так, пожалуйста. И вообще ко всем мужчинам нужно так подходить. А то вы сразу уже все, вот сразу он у вас будущий муж, хотя он ничего для этого не сделал. Относитесь к этому проще. Почему нет? Почему? Всех мужчин собирайтесь. Встречаюсь с молодой, мне 46, ей 19 лет, хочу с ней расстаться. Как сделать красиво? А зачем вам расставаться? Пусть будет у вас вот это. Вот вообще, ну, вот у меня есть на YouTube-канале видео «Жизнь с педофилом», да, вот, когда мужчина старше. Я вообще очень плохо отношусь к мужикам, которые женятся на молодых девчонках, но это вполне нормально, я их очень хорошо понимаю, когда они их трахают. Зачем вам с ней расставаться? Пусть параллельно будет. Классная молодая девчонка, трахайтесь, это круто. Почему нет? Мне очень нравится ваш подход, что вы не засираете девочке мозги и не берете ее замуж. Вот это здорово. Так вполне себе. Я ничего не вижу плохого в сексе с молодыми, там, и с мужиками, там, если это женщина, и когда мужики с девчонками молодыми трахаются. Я против того, чтобы они на них женились. А для секса прекрасно. Зачем ее сливать? Красиво сделать, скажите, что насрите ей в голову, что вот я хочу, чтобы ты там замуж вышла, я тебе не подхожу, старый пердун. Все, вот как-то так сольете. Мужики вообще умеют красиво сливать. Зачем? Пусть будет, пусть будет. 10 женщин всегда лучше, чем 9. Я могу спокойно стать на мужскую сторону, и когда мужики не льют меня говном и не хейтерят, то вполне себе и советы для мужчин я дать могу. Девчонки, не обижайтесь, но это вполне адекватный мужчина вопрос задал. А родить ребенка и растить его, если не хочет жениться, значит, не хочет ответственности. А ребенок – это ваша ответственность. И только вы в ответе за вот этих детей, которых вы производите. Вы грамотно должны выбрать отца своему ребенку для того, чтобы человека нового пустить в мир. И на мужчин не надейтесь и не рассчитывайте. Вы детей рожаете для себя. Мужчина по природе своей запрограммирован на то, чтобы просто осеменить большее количество женщин. Все. У них нет вот этого инстинкта природного, как у вас, растить детей. То, что вот они детей смотрят, ухаживают за детьми, любят, это вот влияние социума, то есть это воспитание мужское. Вот таких выбирайте. А то, что если вы рассчитываете на то, что вы ребенком привяжете мужчину, это бред вообще полный. Девчонки, если что-то пропускаю, просто продублируйте свой вопрос. Подскажите, общаемся месяц регулярно, но бывает 1-2 дня молчания. Не знаю, норм это или нет. Да вообще не парьтесь. Делайте вид, что вы не заметили. С одной стороны, человек занят, он, может, таким образом ковыряет, проверяет. Занимайтесь своей жизнью. И подумаешь, там пропал на 1-2 дня, ничего страшного. В последнее время клеятся одни дети. Разница в 15-20 лет. Что я делаю так? Зачем мне это? Для здоровья. Попробуйте заняться сексом с молодым мужчиной. Это вот чисто тупо для секса. Вы уже должны понимать в этом возрасте, что любовь и секс – это разные вещи. Вот чем плохо, что... Я вообще не могу понять, почему вам не нравятся молодые мужчины. Если вы мужа ищете, конечно, это бред. Попробуйте просто разделить секс и любовь. И тогда таких вопросов не будете задавать. У меня на телеграм-канале есть очень интересный эфир. Называется «Психологическая дефлорация. Секс как диалог. О чем с тобой трахаться». Вот, рекомендую послушать. Так. Не могу справиться с ревностью. Любовники, работая вместе. Вижу, как смотрят на некоторых. Не знаю, это ваши проблемы. Вы
Ну, скажите мужчине, что вам это неприятно. Не то, что он бабник, не то, что он козел. Скажите, мне так неприятно. Все вот это показывает, что неуважение к вам. Если он не будет скрывать вот это вот нагло при вас, там, не будет флиртовать с бабами, ну, слить его тогда нужно, и все. Но это ваши проблемы. Во-первых, вместе работать тоже, как бы, это не очень хороший вариант для любовных отношений. Всегда ли мужчина должен писать первым или можно иногда тоже проявиться? Но я вообще против женской инициативы. У меня на телеграм-канале есть эфир «Женская инициатива как преступление». Один раз послушайте, вообще забудете, что такое инициатива навсегда. Ну, во всяком случае, надолго. Когда захочется, сможете переслушать эту запись. Инициатива женской быть не должно. Но если я не говорю, когда вообще вас... Вот, мужчина должен к вам больше стремиться, чем вы к нему. Тогда вы будете успешно действовать. Как понять, что парень готов к семье? Когда парень готов к семье, когда у него уже стоять перестал, вот тогда он точно готов. Да. Как готов? Ну, в общем, семья это вообще, ну, это не мужское, ну, не естественная потребность мужская. Ну, готов, наверное, после 40 лет, наверное, мужчина готов к семье. Понять. Это вы должны сами грамотно выстраивать. Вы должны понимать, сможете ли вы выстроить этого мужчину под себя, сможете ли вы им управлять, потому что все, что самое интересное, самое сложное, начинается после свадьбы. Там намного сложнее. Приходите на эфиры, буду кучу материала и для замужних давать. Там много чего есть. Вопрос такой. Вот вам нужно задать вопрос себе. Вы готовы? Вы сможете управлять этим мужчиной? Либо нет? Вот если сможете, то вперед. А готов, не готов. Кто-то готов, кто-то не готов, кто-то... Ну, они же, понимаете, что мужчина-то приходит в брак как вот в рабство к вам. Вот. Ну, когда вот он уже старый, ему лень, уже натрахался, ему уже думает, так надоело мне вообще эти бабы, эти пьянки. Он посижу я дома, вон жена у меня тепленькая, дырочку присуну, подрачу. Вот, в принципе, тогда и готов. И либо когда вырастает вообще над этим, когда у него уже есть потребность отдавать. Есть такие люди, есть такие мужчины, которые вот могут наслаждаться вот тем, что он может свои деньги не на шлюх тратить, а на любимую женщину, на любимых детей. Вот тогда готовы они все к семье. А если я хочу просто любить человека, жить вместе, наслаждаться жизнью, зачем брак? Если вы хотите просто любить и наслаждаться, то брак вам точно не нужен, и жить вместе вам точно не нужно. Я здесь про брак, жить вместе и брак, и что штамп в паспорте вам нужен, да? Вот это вот вообще, я не вижу большой разницы между браком и совместным проживанием с точки зрения любви, да, то есть в любом случае секс, любовь умирает, совместное проживание, вот это все будет убивать. Там совсем другие вещи. Если вы хотите любить, не живите вместе. А если не хотите расписываться, то, ну, не знаю, лично я не понимаю, почему вот всем так машут этим замужем. Если вы согласились вместе жить, да, то почему мужчина не может взять за вас ответственность, не заявить миру о том, что после, когда я сдохну, жена половину хотя бы наследства получит. Ну, это бред. Но я против вообще вот этих сожительств против, да, любого. Если уже люди вместе живут, я считаю, что нужен брак, именно официальный брак. Мое мнение, я не навязываю никому. А вообще жить вместе, хотеть любви, это очень глупо. Вы еще хотите секса, страсти, а там его не будет. На Ютубе есть у меня эфир, куда уходит любовь и секс в браке. Послушайте. Почему мужчина пишет «милая радость моя»? Он действительно соскучился или просто заманивает навстречу? А что ему написать? Здравствуй, моя замена мастурбации, да? Мне надоело дрочить. Как он напишет? Ну, пишет нормально, это культура общения. Милая радость моя, там, царевна, кто он, как он у вас там, как котик, зайчик. Ну, а как ему написать? Ну, у меня яйца полные, он же не напишет. Мужчина каждый день звонит, а в выходные закрывает телефон и блокирует на смс и звонки входящие. Ну, в выходные он с другой женщиной общается, вот и все, поэтому блокирует. С молодыми мужчинами сильно комплексы проявляются, чувствую себя старой. Но это очень зря. Надо с молодыми мужчинами общаться так, чтобы чувствовать себя молодой. Вы поймите, что
ничто так не омолодит вас так здорово, как молодые мужчины. Да, у них энергия другая, они пахнут по-другому, поэтому это в вашей голове комплексы. Ну, возьмите, ну, будете с дедом. Если вы думаете, что вы будете с дедом с каким-то общаться и будете чувствовать себя молодой, то это не так. Дед еще больше будет вас загонять в комплексы. Ну, я люблю мужчин младше себя. Ну, в разумных пределах я не педофил. Но у меня там 5-7 лет разницы. Это вообще, я вообще не вижу. Ну, а старше себя мужчин, ну, мне просто не нравятся. Они для меня старые. Мужчине 57 лет, 1,5 года гостевого брака, 2 месяца не было секса. Он ответил, что меня не хочет, ушла. Ну, в браке вообще секса нет, но в гостевом браке, конечно, сексом все получше. Поймите, что все-таки вот брак, семья, они же не на сексе строятся. Если вы хотите секса, то любовники вперед. А брак это другое. Близость духовная, душевная, забота друг о друге. Вот вы выбираете, что вам нужно. Ну, может быть, ваш гостевой брак тоже уже стал, вы стали, может быть, родными людьми. Не знаю, что вам делать, вопросы я не вижу. Но то, что мужчине, понимаете, мужчине это в сексе новая женщина интересно. А уже когда это моногамные отношения, это уже физиология, там секса нет. Опять же, что такое секс, любовь, это разные вещи. Опять же, психологическая дефлорация, о чем с тобой трахаться, эфир можно посмотреть. Вы шикарны. Спасибо за такие важные и умные слова. Спасибо большое. Мне очень приятно. Мне вообще очень приятно. Столько получаю позитива. Несмотря на кучу хейта. Хейт как-то очень быстро фильтруется. Сейчас вот спасибо девчонкам-модераторам. Он до меня не доходит. Столько вот отклика большого такого от женской аудитории я даже не ожидала. Спасибо вам, девчонки, за теплые слова. Мне очень-очень приятно это все слышать. Что ты посоветуешь по поводу завести себе любовника? Заведите, если вам нужен он, почему нет? Я вообще на стороне женщин. И если вам нужен секс, нужны эмоции, конечно, заводите. Блокируют смс-ки, звонки в выходные, но говорит, что разведённый никого нет. А что ему сказать, что я женат или я другую бабу обхаживаю? Вы же его сольёте, поэтому он и говорит. Смотрите не на слова, а на дела, то, что вы видите. По-любому с другой бабой где-то, однозначно. Очень умно и четко все говорите. Спасибо большое, девчонки. Сейчас отболтали. Вас смотрю, вопросов нет больше. Будем закругляться. Еще раз поздравляю вас всех с наступившим 2023 годом. Желаю вам в этом году идти в мир мужской с новыми знаниями, с новыми навыками и добиваться самых головокружительных успехов. Жду вас на YouTube-канале, жду вас на Telegram-канале. Всего доброго, до встречи, пока.